Более 800 человек вывезли из территории детского лагеря «Горное ущелье» в Абзелиловском районе Башкортостана. Причиной экстренной эвакуации стало возгорание в 1 километре от территории лагеря. Обсудим конкретно этот случай, ситуацию с лесными пожарами прямо сейчас в программе «Интервью» в эфире главного телеканала республики. Сегодня с нами заслуженный спасатель России, начальник противопожарной службы Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Раис Арсланов. Раис Мазгарович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, лагерь «Горное ущелье». Какая обстановка сейчас, по данным экстренных служб, находятся ли в безопасности эвакуированные и какие дальнейшие действия у огнеборцев? Сейчас обстановка стабилизировалась. В части того, что действительно вчера произвели эвакуацию детей в безопасные оздоровительные лагеря, находящие рядом. Детей уже практически, половина детей уже развезли родители, но остаются они в нормальных условиях. Развитие пожара сейчас осложняется тем, что идет распространение огня в горно-лесистую местность. Там привлечены волонтеры, противопожарная служба. Сил и средств, как говорится, на этом месте хватает. Как оцениваете ситуацию в целом с лесными пожарами в этом году в Башкортостане? Я оцениваю как действительно идущий как в прогрессивном росте. Почему? Потому что по сравнению с прошлогодним годом, 2020 годом, вот за этот период увеличилось количество пожаров, увеличилась площадь пожаров. Соответственно, вот последнюю неделю, которая у нас произошла в Хайбургском, Зианчуринском, Зилаирском районе, Бурзянском районе, говорит о том, что если за эту неделю мы имели более 30 пожаров, на площади более 4000 квадратных метров. Соответственно, мы сегодня количество пожаров уже стабилизировали, до 10 сегодня зарегистрировано пожаров. Они все контролируемы как лесниками, так и противопожарной службой республики, Главное управление МЧС и другими службами привлекаем для этих целей. Какое количество пожаров уже удалось потушить и сколько еще необходимо? Я вам приводил же, говорю, если мы на той неделе имели больше 30, сегодня осталось, значит 22 очага уже потушено. Конечно, самая сложная обстановка наблюдалась это в Хайбургском районе, Зианчуринском, Зилаирском, который примыкает к Хайбургскому району. Там действительно было распространение огня в горно-лесистой местности, таежной местности, плюс ко всему неудобно были пути подъезда к этим очагам пожара. Но привлекаемые силы и средства Главное управление МЧС Республики во главе с заместителем начальника Главного управления Барзайкиным. Затем Госкомитет ПЧС Гумер Фарид Ривич возглавил всю работу на этом месте. Главная администрация вот этих районов и сельских поселений, которые находились в этом районе, население, волонтерами и так далее. Вот эта ситуация позволила стабилизировать сегодня в части горения. Сегодня эти горения практически локализованы все, распространение огня не наблюдается. Влияет ли погода? Конечно. Потому что устоявшийся вот этот пожароопасный период, как мы называем, в условиях сухой, солнечной погоды, который, я и говорю, что в том году, какая погода стояла в этом году, видите, и в рост несколько раз произошло количество пожаров, очагов, конечно. Какой прогноз у синоптиков и если придут дожди, могут ли они помочь в борьбе с лесными пожарами? Пока на сегодняшний день прогноз неутешительный, то есть вот этот пожароопасный период будет распространяться и дальше. Конечно, мы ожидаем, что решение всей этой проблемы, конечно, появление дождей. Но когда, я не могу на это ответить. Работа волонтеров, об этом очень много сейчас говорится в средствах массовой информации. Какую картину видели вы, и куда обращаться тем людям, которые захотят оказать помощь? Действительно, вот это сегодня социальная мера в части активного участия нашего населения, в том числе и волонтеров, показывает яркий пример отношения молодежи, нашего населения, наших жителей республики к решению вот этой проблемы, как тушение пожаров, лесных пожаров, ландшафтных пожаров. Вот мы по Абзелиловскому району сегодня можем судить, потому что вчера возник пожар, и практически очень много прибыло волонтеров. Абзелиловский район насыщен действительно населением соседней Челябинской области, плюс ко всему отдыхаем и так далее. Многие принимали участие в тушении пожаров. И сегодня есть такой штаб волонтерского движения, и где принимаются эти заявки на участие в таких мероприятиях. На сайте Госкомитета по ЧС можно найти эту информацию? Да. Обеспечены ли добровольцы инвентарем, продуктами питания и водой? Да, я хочу отметить, что по прибытии все обеспечиваются инвентарем, ранцевыми огнетушителями, и лопатами и так далее. Но самое главное, то, что хочу поблагодарить глав
районных администраций Хайбулинского, Зелаирского, Зеленчуринского, глав сельских поселений, в районе которого произошли пожары, в части того, что они все сделали для того, чтобы создать условия для волонтеров, для противопожарной службы, которые прибывают на тушение пожаров. То есть они обеспечили их приготовление пищи, даже в ночное время, для того, чтобы место отдыха найти. И дополнительно выделить какие-то технические возможности в части ликвидации, для каких-то ликвидаций вот этих лесных пожаров. Раис Масгарович, проходит ли обучение волонтеры, которые только вот пришли, да, чтобы знать о мерах безопасности? Как это все происходит? Ну, это происходит то, что волонтеры, прибывающие, обязательно проходят инструктаж по технике безопасности. Потому что лесной пожар, ландшафтный пожар, он очень сложен. И, чем именно? Но в любой момент может быть возгорание, и попасть человек может просто в огонь. То есть пожар, что это такое? Неконтролируемое горение. Вот сами понимаете, что в любой момент, может, у нас такие случаи были по стране, когда попадали в огненные мешки и так далее, и так далее. То есть соответствующие обязательно их сопровождает работник лесной охраны. Плюс ко всему пожарная охрана принимает участие, вместе взаимодействие, они работают, находятся под контролем. Сотрудничество с промышленными предприятиями крупными, да, как оцениваете вы его? Потому что несколько организаций, они вот предоставили тоже технику свою. Да, действительно, надо поблагодарить Башкирскую медь, Бурюбаевский ГОК о том, чтобы они в свое время выделили тяжелую технику. По развертыванию штаба, который проводил Хайберов Ради Фаридович, глава республики, в Хайбулинском районе были привлечены Газпромнефтехим, Салават, Башкирская содовая компания, которые действительно сделали дело по созданию вот этих прибывших трактора, создали систему минерализованных полос, которые позволят даже большие пожары разбить на сектора и принять меры для того, чтобы ограничить распространение огня. И этим предприятиям, конечно, большое спасибо за взаимодействие в этом случае. Сегодня на оперативном совещании, которое проводил глава республики, этот вопрос поднимался. Именно Ради Фаридович поставил перед заместителем премьер-министра Сагитом Ириком Харивалевичем о том, что все, что нужно, республика сделает. Только надо подавать своевременно заявки, заявляться о том, что надо, необходимо, какие силы и средства разворачивать. Это действительно хорошая постановка вопроса и для нас очень большая поддержка. Раис Масгарович, есть ли угроза населенным пунктам? Надо сказать то, что обратить внимание тех пожаров, которые в Российской Федерации происходят. Вы знаете, вот Челябинская область, Якутия особенно частенько показывают, не частенько, постоянно показывают. Там была действительно угроза населенного пункта и так далее. Нам удалось это избежать. Именно вот за то, что вот была организован своевременно штаб. Вот Фарид Ильич Гумеров выехал на место одним из первых. Потом приехал Сагитов Ирик Харивалевич. Все они организовали для того, чтобы не подпустить огонь к населенным пунктам. Это сделали. И соответствующее население тоже приняло меры по созданию безопасной полосы, чтобы ограничить распространение огня. Давайте для наших телезрителей, которые тоже смотрят нас, да, каким образом можно обезопасить вот те, кто проживают именно не близко, да, к этим лесным пожарам, но тем не менее. В одном муниципалитете, может быть? Самое главное для того, чтобы ограничить распространение ландшафтных пожаров, первое, это надо сделать минерализированные зоны. То есть? То есть это надо пропахать всю степную лесистую зону вокруг населенных пунктов в обязательном порядке, для того, чтобы создать препятствия огню для распространения. Огонь не пойдет? Не пойдет. Затем обязательно все водоисточники, которые есть, пруды, которые находятся, обязательно использовать, создать пирсы для забора воды пожарными цистернами. Третье, обязательно в сельских поселениях добиться того, чтобы добровольная пожарная охрана не существовала на бумаге, а именно существовала прямо на практике. Мы для этих целей в этом году более 150 уже прицепов передали добровольной пожарной охране. Для того, чтобы были постоянно они наготове и так далее. И обязательно те автомобили пожарные цистерны, которые у них есть в наличии, вот весь пожарный инвентарь был всегда готов к тушению пожаров. Этим и соответствующая агитация среди населения. Это предупреждение возникновения пожара от неосторожного обращения с огнем. Соответствующие приняты меры по ликвидации свалок и так далее, вот, которых у нас частенько возникают вот такие ландшафтные пожары от неконтролируемого горения и так далее. То есть вот эти все мероприятия, которые если проводить в комплексе, то мы можем добиться успеха. Есть ли понимание, когда удастся потушить все лесные пожары в регионе? В принципе, у нас сейчас все, которые, я говорил, 10 пожаров, которые на сегодняшний день, они контролируемы. Конечно, сейчас стоит задача не допустить возникновения новых очагов.
И, соответственно, если погодные условия, конечно, изменятся, конечно, мы будем иметь гарантированно о том, что отсутствие возникновения новых пожаров. Но все-таки погодные условия тяжелые, соответствующе надо принять всему населению меры по недопущению прохода в леса, устройства костров, разведение мест отдыха и так далее, и так далее. Ну и плюс принять меры для того, чтобы непотушенный окурок является причиной пожара. То есть это знать всем просто-напросто. В каких условиях сейчас работают огнеборцы, вот вы и ваши коллеги? Они работают в круглосуточном режиме. Мы привлекаем противопожарную службу республики, которая находится в таких Белорецком районе, Баймакском районе. И принимаем меры для того, чтобы личный состав участвовал практически в круглосуточном тушении пожаров. Плюс ко всему, конечно, та группировка, которая с Уфы направлена в составе Главного управления МЧС, но соответствующие, и спасибо большое штабу волонтерского движения, который привлекает население, волонтеров для тушения пожаров. Очень суровые условия. Скажите, пожалуйста, самые эффективные профилактические меры для невозникновения огня? Ну, я бы сказал, я и говорю же, это, во-первых, действительно помнить, что непотушенный окурок – это причина пожара. Ну, а остальное, конечно, это надо культура воспитания людей. То есть, если запрет на посещение лесов есть, надо выдерживать его. Запрет на разведение костров надо делать, а контролирующим органам соответствующе принимать меры и так далее. Ну, соответственно, надо больше проводить агитацию среди населения, части недопущения, потому что любое возникновение пожара, она будет чревато, вот как для населенного пункта, гибелью всего, как вот Якутия показывает пожары, гибель всего населенного пункта от пожара. Ну и мы к этому призываем телезрителей. Да. Я думаю, могут быть, я уверен, что все-таки в таких условиях, вот как сегодня разворачивается летний вот этот период, когда, я думаю, люди должны услышать это и понять. Спасибо, Раис Мазгарович. О ситуации с лесными пожарами в Башкортостане говорили прямо сейчас с заслуженным спасателем России, начальником противопожарной службы Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС Раисом Арслановым. Не переключайтесь, оставайтесь на БСТ.